Так, что пошло, не пошло. Короче, тут такой рынок есть. Мне надо, короче, к чертям. Ох, идти к чертям надо. Так, тут что-то все подряд продают. Ля-Турбаба. Москва, торговый центр. Ну да, здесь уже прохладно стало. Прохладно. Даже можно сказать, что холодно. Так, давно я не выходил в эфир. Что-то заработало, что ли, система эта. Ну, сейчас проверим, как она работает. Я тут немножко поснимаю, чисто для проверки, что и как будет идти. Мне самому просто интересно стало. Рынка, фирменный магазин. Фирменный? Что там? Шоколад этот стоит. Раньше. Здравствуйте. Вот сени. Вот они, да? Что такая? 180 рублей, да? По карте. По карте, без карты. Понятненько. Так. Такие вот. Да. Интересно. Вот целые коробки. Такие вот есть. Какая тетя мутя. Легендарная выпечка. Хлеб продают? Что тут хлеб такой? Так, 120, да? Самса 80, 120, чебурек 85 рублей. Гуляш 85. Лепешки сырная, да? Привет, привет, Алексей. Ага, я вот сам не ожидал. Взял и запустился. Вдруг запустился. Такая большая 150 на молоке что-то. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, у кого что. Какой-то восточный базар есть даже. Выходим отсюда. Здесь какой-то здоровый такой Москва, торговый центр. Проверка, как качество там, напишите, пожалуйста. Привет, привет. Фасевас, привет. Привет из Уфы. Это город Новосибирск. Новосибирск. Сегодня у нас воскресенье. Это точка центр. Самый, как бы самый центр. И куча народу, куча всяких магазинов, торговых точек и так далее. Вот смотрите, какая тут интересная скульптурная композиция. Что она делает с этим? Что он что-то выясняет. Собака, сосиски хватает. Вот тут у него вообще. Да, вот такая вот бабуля-муля. Ставили недавно, видать, да? Ну, что вы думаете насчет этой композиции? Интересно, да? Кто-то у него ворует. Там хлеб какой-то, да? У него хлеб, еще что-то. А этот цветы продает. Цветы. Так. Ладно. Так. Вот еще какой-то здоровый магазин торговый.
Я не знаю, тут на одном вот этом квадратном километре, наверное, 1000 этих всяких разных магазинов. Так, что вы там пишете это? В Уфе +8, в Севастополе +19. Дубак у вас, да, вот Дубак, короче, с утра я пошел лед, то есть температура где-то -2, даже больше. Да еще тут ветер дует. Тут же как бы речка, оп, протекает. Ну и, видать, с нее дует что-то. Вот, смотрите, как интересно. Микрофон говорила, заживает. Так, я буду туда заходить. Секонд-хенд, кстати, мега-хенд. Тут, наверное, прикольный, да? А, я не знаю, как там насчет связи будет. Так, там я вижу какой-то стадион. Кстати, в Сибири везде холодно. О, смотрите, что я вижу. -30% скидка мега-хенд. Надо потом как-нибудь забрести сюда. Посмотреть фирменную одежду какую-нибудь иностранных брендов. Это недорого. И так, виснет видео, да? Виснет. Ну, слушайте, я даже не знаю, что мне вам сказать. Я вышел через стандартную программу, которая на телефоне стоит. Раньше я через нее стримил, может быть, что-то обновилось, и поэтому она пошла. До этого вообще не работала. Вот с того года, где-то с апреля месяца, с прошлого года, мне не удавалось. Но сейчас, вы сами понимаете, тут проблемы у нас некоторые проблемы, поэтому может и тормозить, потом я хожу, все-таки перемещаюсь. Не знаю, так, ладно, туда я не пойду. Пойдем обратно. Это город Новосибирск. Новая Сибирь, Новосибирск. Новый город относительно. Его построили, ему от роду там 100 с лишним лет. То есть как бы был построен на реке Обь, когда строили Транссибирскую магистраль. Сначала там был какой-то поселочек, а потом город. Уже в советское время. То есть идут такие вот строения советские, советского плана, архитектура такая скромная и довольно-таки унылая, гнетущая. Большая часть вот этих домов, кирпич, крупнопанельные дома, таких вот советских домов. Новые строят, да, они уже такие классические высотки. Классические высотки. Ой, мы врубили, ну отлично. Сейчас там я пойду еще в эту сторону, там глянем с вами. Так, что идет? 8 минут уже? Ну отлично. Так, сколько тут стоять-то непонятно. Ну слушайте, холодно, надо уже одевать шапку. Я не знаю, тут люди ходят так не одетые, без головных уборов, конечно, рискованно. Вот это вот штука. Так вот туда пойдем. Наверное, я вот так пойду. Мне интересно просто, что тут есть и как. Тут фудкорт, может через него пройти. Попробую. Ага, через фудкорт такой здоровенный. Там много-много всяких гастроточек со всего мира. Азиатская, европейская, латиноамериканская. Вот она. Гастрокор. Да, я тут, кстати, отсюда выходил. Ладно, в другую сторону идем. Ну, удобно, то, что вот взял в одном месте, все их, в принципе, купил. Булки продают. Если голодный, можно перекусить.
шашлык ли я? Чебуреки по 80 рублей. Барбершоп. О, барбершоп. Так, наверное, у меня трясется там, так что уж не без сутки. Пробы как бы снимаю, поэтому чайхана, шашлык, товары. Так, а где тут заход-то туда? Кафе Испара. А, вон. Что такое тут? Что-то восточные какие-то вещи. Открыто заходить. Табачок. А, тут что-то табачное место, да? Злачно-табачное. Так, и как я тут пройду? Интересно. Это в Якутске, так что нет, это город Новосибирск. Город Новосибирск. Он от Якутска 2 часа разница. Ну, плюс 4 по Москве получается. То есть сейчас здесь у нас время... Так, сколько времени? 4 часа 59 минут. 5 часов вечера. Ну, вот такая погода, короче, видите, ветер дует. Холодный, пронизывающий, поэтому надо куртку. Я вчера, кстати, был. Так, это пройду, нет? По-моему, вот вход в силовой павильон. Да. Вчера был, или позавчера в Красноярске был. Там что-то тоже дубельник такой. Я там продрог. Пришлось курточку брать. Курточку. Так, захожу обратно. Так, как пробраться туда? Я вот захожу, когда в такие здания я теряюсь. Куда идти, чего идти? Не понимаю. Так, ладно, наверное, выйдем отсюда. Видите, все тут продают. И очки по 300 рублей есть. И одежда. И сантехника. Ну, вообще супер. Кепки, шметки. Что-то для ванны. Сумки на колесах. Так. Стрим проверяю, как качество. Там не пройдешь, наверное, да? Не пройдешь. Точно. Давайте выйдем тогда. Лучше выйти снаружи, как-то проще сориентироваться будет. Цепь. Всякие разные вещи, короче. Зашел и купил все, что надо. Ой, тут даже эти есть болты, шурупы, гвозди, пленка. Вот это мне нравится, что магазин хороший. Лучшей жизни. Так. Казана. Так, туда. Восток. Не понял. Только на улице. А там ну, это вообще сложно с ориентацией. Я хожу и блужу. Для кебабы. Ой, там такая фигня рыночная. Так, ну и что? Как мне тут? Так, опять обратная. Опять дурдом какой-то. Ладно, вот я с той стороны выйду. Не пойму я этих хитрых тут путей ихних. Так вот зайдешь и потом блудишь. Они так еще хитро делают, что ты как в западню какую-то попадаешь, и вот ходишь кругами. Если выход не знаешь, где-то сложно его найти. То есть они как обычно делают, там входов несколько делают, а выход один. Вот эти молодцы. Короче, и пока ты выход ищешь, ты вот вынужден все вот это обойти кругами. Угу. Вот таким образом вот стараются сделать, чтобы больше
люди как бы ходили. Так, что тут у нас? Вот, обычные новосибирцы здесь. Так, что пишите-то? Сергей, когда в Якутск, когда пришел в лице Якутска? Ну, уже недолго. Вот, пьет водичку. Недолго. Я тут недолго, конечно. Тут как бы надо по делам поехал. Поэтому заодно вот сегодня воскресенье, как бы думаю, немножечко пойти поснимать столицу Сибири. Тут как бы, кстати, голуби такие жирные, толстые голуби. Но они вынуждены, да? Тут такие, потому что мороз. И они как зимующие, да? Это, представляете, где они вообще зимуют? Тут морозы так до минус 30 бывают, я знаю. Да еще с ветром. Какие-то деревья тут сажают. Тут, кстати, у меня рука уже стынет. Надо перчатки. Я, кстати, тут перчатки купил и шапку купил. Так что вынуждена. Я думал, что тут будет теплее, чем в Якутске. А оказалось, не шиша. Тут какой-то такой губерник тоже нехороший. Но вот ветер он добивает, конечно, очень сильно добивает холод. Ну, вот смотрите, вот эти вот дома советские еще. Такие вот балкончики там как-то сами они сделаны, и кто из чего гораздо. Конечно, это все так угнетающе действует. Еще такая погода, знаете, да? Вот такая погода. Впереди зима впереди. Тут покажу вам точку, это интересно. Тут перед этим гастрокортом, такая тут машина Москвич и поленница вот такая. Видите, да? И здесь вот им насыпают, видать, какого-то корма, и они жрут здесь. Зерен или что? Смотрите, да? Нормально, да? Привет, Егор Федосеев. Привет, Ирина. А ты бываешь в Питере? Ну, сейчас пока нет. А так вообще был, конечно. Так. Интересно. Ну, вот для вас пробно снимаю тут. Вот видали, да, какие эти голуби? Жирные здесь. Тут еще эти воробьи такие же жирные. Вот тут они в Новосибирске, они тут, короче, зимующие, я так понял. Поэтому, вот смотрите, они, видать, им надо жиром запастись. Есть много надо. Вот такая тут поленница, они здесь сидят. И вот тачка Волга. Какая-то древнющая, придержущая. Прям под ногами и не боятся же. И не боятся же. Да. Ну вот тут, короче, я вам немножко покажу это. Ой, как все загажено этими голубями. Конечно, их за ними надо убирать. Они же, видите, не ангелы. Вот тут центральный рынок, куда я сейчас шарахнулся, где там он гастропорт. И вот здесь вот на той стороне тут куча торговых центров всяких разных. Ну, он тот самый большой, как он называется, как-то Новосибирск, что ли. Ну, там здоровый такой. Внутри помещение здоровенное, просто фонтаны какие-то, атриум большой такой, фонтаны. Ну и там 4 или 5 этажей всякого разного. Ну, обычный такой торговый центр. По-моему, тут не один такой в Новосибирске. Ну, город он уже что-то
под 2 миллиона человек. Очень много. Очень много людей. Очень много машин. Пробки, шмопки. Вот такого плана. Типа такая большая получается у нас агломерация. А вот он, гастропорт. Вот тут схема, тут 2 этажа. Вот тут куча, короче, всяких разных магазинов. Так, попытаюсь зайти, смотреть, что там такого внутри. Так, пока 20 минут. Спасибо. Удачливые такие люди. Так, кто зашел? Но сегодня за счет того, что еще воскресенье, наверное, здесь полно людей. Ну и примерно вот по этим. Рядом он будет блинотека. Мама мия. Кто-то поет Walk Wild. Все прямо живую. Напитки всякие разные. И тут прямо от раковины вот такие, смотрите, можно руки помыть. Руки помыть прямо. Представляете, да, какие масштабы? Бар, так как люди сидят. Он очень большой по размеру. Что-то они продают. Бургер. Так. Пачки хинкали. Как там свет? Дом грузина. Брикадельки. Смотрите, сколько народу. Это просто, конечно. А вот тут, вот этот самый большой тут зал на первом этаже. Это просто что-то нереальное, конечно. Нереально много людей. И все, в общем-то, занято. А вон там какой-то ансамбль на сцене. Спасибо, ага. У нас -5, ага, понятно. В Питере был, да. Ну, сейчас что-то не езжу. Что-то такое. Пока цели такой нету туда ехать. Как бы я там был, там музеи в Питере. Ну, что, посмотрел музеи. И все, и там оно ничего не меняется. Вон там люди садятся. Смотрите на эти. Сейчас будет концерт. А здесь вот такая зона. Можно зафоткаться. Гастропорт. Книжки. Книжки можно почитать. Взять книжку. Петербургские тайны. Вон там. Сейчас начнут играть. Ну и все тут по кругу вот эти вот разные. Европейская кухня, азиатская и так далее. Все, что хотите. А вот сюда видно. Играю. Под музычку так вот сидите. Но только больно шумно здесь. Корейская, греческая. Тут такое ощущение, что раньше как будто бы был какой-то вот рынок, да, такой большой, и его переделали в вьетнамскую кухню. Стена в бокале. Тут какие-то штуки такие интересные. Очень большой. А вот это вот сцена. И там музыканты играют. Целый ансамбль. Скрипачка. Сейчас что-нибудь выйдут. Опять книжки.
начинают что-то настраивать аппаратуру, похоже мясорубка. Везде тут руки можно помыть, чтобы грязными руками не есть. Вот что-то по пространству, конечно, я вот ничего подобного тут крутых не видел. Это первый этаж, потом там еще второй есть. Кафе. А там где-то отдельно азиатская еда. А вот суши. Ух ты, я этого не видел еще. Смотрите, какая тут машина. Это советская, да? Подсветочкой обложили разными овощами, лук, тыква. Цветули. О, прикольно, да? Пальмы тут. Ну, короче, такое. Кстати, что, настоящая? Это же настоящая пальма. Ё-моё, какие-то цветы такие вот настоящие. Да. Ну что, давайте играть. Сколько людей. Просто блин, так, сейчас. Они, видать, готовят. Бар жильцы. Так, что там пишете? Сейчас в Якутске темно и прохладно. Ага. Ну, естественно, там плюс 2 часа. Тут уже сколько, 5 часов. Там получается 7 тогда. И, естественно, уже там уже стемнело. Ну вот, получается, наверное, пол Новосибирска сюда ходит кушать еду всякую. Кто, кому лень самим готовить, ну да, ну а тут некоторые вот, чин бабл, у них и не приготовишь, вот, такие экзотические продукты требуются сотрудники. Так. Сюда, я сюда заходил, да? Вон там блинотек проходил. Ну, очень большое. Я такого ничего подобного не видел. Конечно, в одном месте можно попробовать всю кухню мира. Путинная. Снимаю чисто пробно, потому что я стримов не делал уже с прошлого года, с весны. Вот тут Ханой, вьетнамская кухня. Куча всякой вьетнамской еды, супчики у них тут вкусненькие. Всякие. Питье. Ну и цены как бы такие доступные. То есть большая тарелка там супа 300, там 350 рублей. Там как том ям и так далее. Вот эти вот цветочки. Так. Накрытие. Все по 100. Тайваньские бургеры. Лимонады. Да. Очень, конечно, одуренно. Я вот где нахожусь, я куда-то зашел, сюда вроде бы зашел, да? Я все хожу, все брожу. Так. Здесь, по-моему, конечно, повторяются они, да? Вот еще вьетнамская кухня, мексиканская, бургеры, стейки.
бургер, лейкер. А вот здесь вот смотрите эти. Ну, вот эти вот морские всякие рапаны, мидии, устрицы. Он даже, по-моему, морской еж или что это. Вот, вам тут выловят и прямо при вас разделают все это дело. Суши. Суши, уйгурка. Ой, какая уйгурка. Уйгурка. Реберная. Кто любит? А здесь азиатский стрит-фуд. Пивонашка, да, что ли? Пивонушка. А, лимонады, ну и пивная. Азиан стрит-фуд. Вот эти вот, кстати, по-моему, горелки, да, они тепло дают. Пельменники, вареники, салаты. Горячая сыточка. Так, надеюсь, не падает у меня стрим. Сколько людей, такое пространство интенсивное. И там второй этаж есть. Делюкс. Пицца. Суши дают. Китайская кухня. Вьетнамская кухня. Короче. Что хотите. Всякие напитки. Вот что-то целая очередь. Сюда. Вот. Чистые китайцы торгуют. Короче. Видать, они хорошо делают. И у них, наверное, цены. Вот тут напитки, если всякие есть. Представляете, да? Сколько людей. Ощущение большого вокзала. Поэтому лучше, конечно, сюда приходить, если нормально поесть. А вот весы. Далее, да? Советские весы, Тюмень, кто помнит, контрольные. Можно взвесить, правильно, не веселили вас или нет. Здесь сирийско-светская еда какая-то, фрикадельки. Все прямо тут готовят. Буряки, сейчас популярны. Телевизы китайские. А вот там, кстати, музыка стала. Включили музон, сейчас туда пойдем. Послушаем. Дом грузина. Жигли. Тут даже некоторые не прочитают названия такие. Вот. Сейчас я вам поснимаю этих музыкантов, живой звук. И тут, где вот этот центральный у них посадка. Слышно музыку, да? Короче, скрипка. И два клавишника, да? Ударника нет, что ли? Жарко мне уже стало. Ну как вам? Поближе. Браво. Так, вот так, ладно. Показал. Теперь выходим отсюда, с этого активного места, чрезмерно активного. Тут вообще сложно, конечно, отдохнуть. Вот это
мотоцикл. Иж, кстати, Иж. Такой вот. Ну, даже номера есть. Так. Сейчас я хочу на второй этаж подняться этого заведения. Лампочки вот так вот висят красиво, кстати. Видно, да? Где-то там эскалатор был на второй этаж. Прямо туда пройдем. Где он тут? А, вон он. Туда иду. Ну да, ну я не знаю, тут вообще сложно как-то отдохнуть. Если вы хотите есть, конечно, да, сильно, тут можно и посидеть. Цены демократические на еду. Так, вот. Второй этаж, эскалатор. Вот чаще стримы делаю, очень снимаешь Махтала, ага. Уехал. Вот смотрите здесь, на втором этаже, какая машина, тоже какие-то древние машинки такие. Вот их так обделывают, да, ложат тут кучу. Тыквы вот эти, тут типа осень, смотрите. Типа осень, все листья, все упало. Шинешка можно вот слушаться на память, как бы, да, что тут кушали. Ну и вот тут вот второй этаж. Там на третьем этаже, кстати, мойка рук и туалет. Я уж туда подниматься не буду. Вот здесь вот можно возле окошка сесть, посидеть. Но народу сейчас вечером стало очень много. Смотрите, как тут зелено. Все вот это натуральные цветы, не какие-то там, как любят делать. Вот. Сейчас типа искусственные. Тут что у нас? Какая-то азиатские рестораны. Тут, короче, полно меню. Можно еды найти без проблем. Так, вот мы вышли опять к этому объекту, арт-объекту. Так, и как тут? Второй этаж, он маленький, да? Смотрите, даже... закрыта летняя веранда. Ну, сейчас не лето. Что же тут? Детская зона. Детская зона. Интересно, да, вот. Отдельно, то есть это не надо какой-то торговый центр, там, идти, подниматься наверх. Тут любят, кстати, вот что-то древние какие-то вещи ставить. О, а тут что, проектор целый? Обалдеть, смотрите, кино показывают. Какой-то итальянский древний фильм. Вот я смотрю, звезды итальянского кинематографа. И можно посидеть, кино посмотреть нормально. Так, ну что, вот и все. Если в такой фудкорт, теперь спускаемся вниз. И что удобно, он не надо куда-то, вот он на нахождении, он находится не наверху там большого, как это тут, торгового центра, да, а ну, то есть прямо с земли заходишь, и вот тут вот, все вот эта активность. Просто супер активность. Пельмени, вареники, салатики, шмалатики. Тут что-то делаем. Пошли. Вот можно посмотреть, как готовят манты. Бим. Азиатская кухня. Ну, она популярна. Очень популярна. Вот человек бузы взял.
арбузы. И, кстати, можно всякое пиво, вот это экзотические напитки. Девушка сидит, играет на чем-то. Всем попробовать пора, как вкусные нежные крабы. Вот панхэй. Это вьетнамские очереди, видите, да? Вот это, во вьетнамские вот такие супчики. Вон там тарелочка супчики, это еще все казано для них. Целая очередь. Большая. Пайки. Так что надо тоже открывать таких побольше заведений, чтобы люди кушали нормально. Кстати, у них хорошая экологическая нормальная еда, не это быстрая еда, то что там вкусная точка, KFC, а действительно нормальная, свежие овощи, лапша, это сварено, все ничего не делает, бургер. Так, ладно, выхожу я. Мексиканская фуд. Вот, раменная. Слушайте, первый раз сюда зашел, столько увидел, конечно, всего. Вот что-то, конечно, кто любитель в одном месте, чтобы было такая скучность, чтобы все было вот сюда. Сейчас я выйду, покажу, где это находится. Вот тут даже тайваньские бургеры. Можно в Тайвань ехать. Тоже, кстати, в очередь. Что у них тут? 275 рублей, да? 270, 295, 300 рублей. 375 самый дорогой набор. Вон там куча шуб-кури, говядина, барбекю, халапеньо, креветка, кедровая. Короче, что-то такие. Ну, по-моему, можно наверх такие вкусняшка, мотти с разными вкусами. Малина, манго, маракуйя, тирамису. Что, такая штучка 300 рублей? Ну, вот это. Так, ладно, все, выходим. Сюда вот. Мне уже что-то поднадоело шуму, ощущение вокзала. Ну а так то, что удобно, в центре. Вот мы тут вышли, вам тут рынок. Опять я сзади вышел откуда-то. Тут музыка грохочет. Поленница, видите, да, как сделано стильно. Ну, такое типа, как будто деревня какая-то. Вот в дровишках на углях поджарят, на дровишках. Свалка, регион. Так, ну я молодец, конечно. Там-то выход есть. Так, что вы там пишете? Заблудиться? Да я уже заблудился. Я вот не знаю, как тут выйти. К чертям. Вышел, оказывается, с другой стороны вышел. Там хрен пройдешь. Обратно отсюда идти. Ой, беда. Вон торговый центр, тут Москва. А с другой стороны тут какой-то улица Гоголя. Вот, наверное. Пищевой рынок. Да, вон туда будем идти. Ну да, здесь, конечно, стало народу жить очень много. Последние годы все съезжаются с местных территорий, которые поблизости, как бы столица Новосибирской области. Проходим, тут продают диваны, кресла, что хотите. Так, я там пройду, надеюсь. Надеюсь, пройду. Тут иду, тут иду. Это магазины. Майки. Все в одном. Кому лень ходить, вот может тут диван по 7 тысяч.
недорогой. Выход на улицу. Во. Вот такой вот, кстати, 22 тысячи стоит. Ну, побольше 29. Ну, нормально. Чё. А то я знаю, диваны есть и по 100 тысяч. И дороже. Ну, вышел, наконец-таки. Вышел на свет Божий. Во. Вот это вот здоровенное здание. Там находится дофигища магазинов, бутиков там и так далее. Как-то выше торговый центр такой. Называется Новосибирск. Парковка тут вот такая вот. Ну, все еда, все еда. Ну, сколько народу собирается здесь. Ну, кто-то встречается, так можно с кем-то встречу назначить, посидеть. Но уж больно шумно там. Ощущение вокзала, поэтому сам фиг отдохнешь. Лучше, конечно, какую-нибудь кафешку такую, более не в таком месте активном. Так, сейчас я хочу зайти, показать вам там. Я туда высоко-то не буду подниматься, а просто город Новосибирск. Город Новосибирск. Всем привет, стрим пробный. Куда пройдем? Ой, слушайте, у меня 2%. 2% подгонники. Мне надо эту. Батарейка села. Стоп.